Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, был самым большим и лучшим мотиватором. Люди, находившиеся рядом с ним, сразу обретали уверенность. Даже если кафиры угнетали мусульман, они хотели жить и бороться. В его присутствии все проблемы казались ничтожными, словно крыло мухи. Во время битвы при Бадре мусульмане были в меньшинстве, но Аллах Всевышний послал им помощь, 5000 ангелов, субханаллах. И когда верующие сражались, даже простые палки в их руках действовали словно мечи, а головы врагов разлетались. Это великая история. Во все времена были мотиваторы. Всегда были те, кто вдохновлял и давал людям силу. Сегодня мы тоже особенно нуждаемся в мотивации. Знаете, сейчас существует множество семинаров и вебинаров, но почти все они платные, правда? Но платим ли мы за вебинары и семинары в мечети? Не платим. В каждой мечети в Бишкеке хотя бы один раз в неделю устазы ведут уроки. Если мы будем посещать эти уроки, то всегда будем в числе первых, субханаллах. Не забывайте, если хотите научиться успеху, идите в мечеть, слушайте устазов. Не обязательно платить 2500–5 тысяч сом за всякие семинары. Честное слово, не надо. Если прислушаться к ним, то часто ничего важного они не говорят. Смотрите, я сейчас постараюсь дать вам немного мотивации. Если будем следовать этому, то мы поднимемся, иншаллах. Если кто-то хочет быть впереди в этом мире, иметь хорошую репутацию, хорошее место среди общества, быть достойным перед Аллахом, то пусть делает это. Машаллах. В книге об этом тоже говорится. Мы уже 2 дня толкуем эту книгу, понемногу, и вот эта часть мне особенно понравилась. Вера и добрые деяния – секрет успешной жизни. Прочно держись за них. Вера – это первое. Если ты верующий, то легко найдешь свой путь. А кто нашел свой путь, у того деяния всегда правильные. Если ты честен и верен Аллаху, то ты обретешь благодать и в этом мире, и в вечной жизни. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, говорил: богобоязненный и честный торговец в судный день будет воскрешен вместе с шахидами. Значит, первый шаг к успешной жизни – это найти Аллаха и быть верующим. Второе – поклоняйся Аллаху и совершай добрые поступки. Следующее – стремись к науке и знаниям. Не отрекайся от учебы, ведь учение избавляет от грусти и печали. Человек может быть верующим, нравственным, и на пути к успешной жизни ему ставят подножку. Так бывает. У нас среди народа не любят успешных. Честное слово, не любят. Человека, который идет к успеху, начинают очернять, обливать грязью и всячески пытаются сбивать его с пути. Если ты верующий, нравственный, достигнув успеха, прекратишь изучение науки и получение знаний, то ты станешь жертвой для них и окажешься одним из них. И когда они нападут на тебя, если ты сделаешь книгу своим другом, то не будешь ни печалиться, ни огорчаться из-за того, что исходит от них. Следующее. Всегда возобновляй свое раскаяние. Избавься от грехов, ведь грехи разрушают наши жизни. Ты верующий, исправил свои дела, изучил науку и получил знания, и, став образованным, становишься высокомерным. Ставишь себя выше других и говоришь, что ты лучше того или иного. Недавно я рассказывал про признаки высокомерности. Тот, в ком найдется гордыня хотя бы величиной с пылинки, не войдет в рай. Даже и запаха не почувствует. И вот, не осознавая, мы совершаем очень много грехов. Поэтому нам следует каждый день раскаяться перед Аллахом. Скажи: «Я Аллах, прости меня, прости».
Лучшее время для раскаивания – это когда ты остался один. Когда ты один, плачь, умоляя Аллаха о прощении. Мы, возможно, думаем, что не согрешили, так как целый день не пропускали намазы, давали милостыню, были на пути Аллаха, читал книгу, вроде делал все как надо, и думаешь, что без греха. Тот, кто кается, не совершив греха, а потом, совершив, покается, тот словно проваливается под землю. Ему стыдно. Ему от стыда захочется провалиться сквозь землю. А если не раскаивается, даже совершив грех, тот в грехах утопает, словно в болоте. И вот почему насколько важно раскаяние. Всегда читай Коран, размышляя, всегда поминай Аллаха, тогда в сердце будет покой и благодать. Коран надо читать внимательно. Внимательное чтение Корана означает, что надо читать не глазами, а сердцем, понимая, что это слова Аллаха читаются. И если ты будешь возвеличивать и славить Аллаха в зикре, то из сердца выйдут все грязные и скверные вещи. В зикре есть больше 1000 польз. Те, кто достиг успеха, должен делать больше зикра, больше читать Коран. Рыбак бросает удочку в воду. Крючок удерживает поплавок, не давая ему утонуть. Когда на крючок что-то зацепится, поплавок начинает двигаться вверх-вниз, подавая сигнал. Точно так же у успешного человека есть свой, в кавычках, поплавок. Это чтение Корана и совершение зикра, которые показывают, на правильном ли он пути. Если следовать Корану и совершать зикр, то ты не утонешь ни в богатстве, ни в лишениях этого мира, а будешь возвышаться над ними. У кыргызов есть пословица: даже если твоя макушка достигнет неба, то есть, когда твой пост, положение и власть так возрастут, что без твоего слова ничего не решается, именно в этот момент необходимо поминать Аллаха, совершать зикр. Я видел, что те люди, которые не оставляют зикр, даже если разоряются, не тонут в проблемах и остаются в спокойствии. Но те, кто забывает Аллаха, возгордился своим богатством, меняет каждый день машины и не поминает Всевышнего, когда сталкиваются с трудностями, становятся пьяницами и полностью тонут вместе со своими проблемами. Поэтому тот, кто хочет достичь успеха, но при этом не утонуть, пусть чаще поминает Аллаха. Делай людям разные добрые дела, и грудь твоя станет широкой и спокойной. Знай, что успехи, возможности и богатства, которые дал тебе Аллах, даны не только ради тебя. Они даны тебе, чтобы через тебя питались и другие. Если Аллах дал тебе 3 вещи, ты должен научиться делиться хотя бы одним, оставив 2 себе, но нельзя забирать все себе. Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал, когда один сахаба, находясь при смерти, спросил: «О посланник Аллаха, могу ли я все свое имущество раздать?» Пророк, алейхиссалату вассалям, спросил: «Есть ли у тебя кто-то после тебя?» «Да, дочь». Тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ответил: «Субханаллах, раздай лишь 1/3, а 2/3 оставь». И этот сахаба, с дозволения Аллаха, поправился и прожил еще долго. Так пророк, алейхиссалату вассалям, был величайшим мотиватором. Что я хочу сказать? Когда люди достигают успеха, они часто забывают делиться, но наши предки этого не забывали. Когда они сеяли зерно, то распределяли его так: это для птиц, это для бедных, это для земли, а это мое. И тогда птицы получали свою долю, бедняки свою, земля тоже брала свое, а оставшееся приносило человеку огромную пользу и благодать. Благодаря такой благодати наши деды и бабушки могли накормить целую деревню одним лишь небольшим куском теста. Такова суть успеха. Когда твое сердце живет с именем Аллаха, если вместе с успехом ты умеешь делиться, тогда ты не утонешь, а твоя душа будет широкой. Вот что значит иметь просторное сердце. Богатые люди подобны орлам. Они поднимаются все выше и выше. С высоты внизу все кажется маленьким, словно мыши. Тогда им начинает казаться, что они выше всех и недосягаемы. Но существа на земле тоже смотрят в небо и говорят: «Кто там эта маленькая точка?» Тут очень большая разница. И когда тот орел упадет об землю с такой высоты, то ему уже будет трудно встать. Поэтому всегда помни, делись с другими. Ты давай подаяние, помощь, милостыню. Не для того, чтобы люди были тебе благодарны, а для того, чтобы угодить Аллаху. Достигнув успеха, не становись трусом, будь смелым. Грудь отважных людей всегда приподнята и возвышена. Не бойся.
не бойся. Сделал – делай без страха. Начал – не бросай. Сделал шаг – иди дальше, с тобой помощь Аллаха. Если сомневаешься, лучше не начинай, ведь в сердце есть страх, а человек со страхом никогда не достигнет успеха. Не бойся ни людей, ни джиннов, не называй джиннов 3 буквы. Не бойся жизни. Жизнь сама по себе такая, она словно океан с волнами. В середине волна кажется огромной, но в конце всего лишь малая. Если ударит первая волна, ты все равно выйдешь на берег. Если ударит средняя волна, можешь утонуть. Но если уже в начале ты боишься, зачем тогда идти в середину? Поэтому в жизни нельзя бояться. Не бойся заболеть, обеднеть. Не бойся, что тебя оставят. Не бойся, что чего-то не достигнешь. Мы ведь не знаем судьбу. Мужчины, особенно вы, не бойтесь. Не бойтесь того, как прокормить семью, жену, как купить дом, машину или землю. Даже если жена уйдет, не бойся. Не бойся ничего. Говори правду вовремя. От этого ты не сломаешься. Истина никого еще не убила. В истине нет родства. Человек, достигший успеха, должен называть белое белым, а черное черным. Надо оставить все лишнее, пустые просмотры, бессмысленные разговоры, праздное общение, излишнюю еду и сон. У тебя нет времени. Ты в заботе об умме, у тебя нет ни одной лишней секунды. Ты ответственен за своих родителей, жену, братьев и сестер, детей. Ты ответственен за соседа, за свой аул, район, область, за государство. И даже за весь мир, за страждущих в Мьянме, в Палестине, за всех мусульман. Зачем тебе слушать чужие слова? Думай сам, размышляй. Если у тебя есть маленький завод, ты должен сделать из него 10, открыть его для всего мира. Если у тебя есть 1 магазин, увеличь до 10. Конечно, нужно благодарить за то, что имеешь. Но если у тебя будет 10 магазинов, ты будешь благодарить 10 раз. Если 100, то 100 раз. Если у тебя 1 дворец, строй 2. Если 3, строй 4. Если у тебя 1 стадо лошадей, сделай 5. Ведь с 5 стад ты сможешь раздать закат, и от этого получат пользу многие. У тебя нет времени. Все это нужно делать. Таким должен быть мусульманин, чтобы, увидев тебя, люди сказали: посмотри, он работает, и намаз читает, и хадж совершает. Я тоже хочу быть таким. И если люди будут интересоваться тобой из-за твоего успеха в религии и в делах, тебе будет записана награда. Аллах велик.